вас на торжественном фестивале отечественных кинофильмов «История страны в кадрах». Сегодня блистательный ведущий Айнур и обворожительная и прекрасная Лиана. Сегодня мы представим вашему вниманию самые запоминающиеся и самые захватывающие фильмы отечественного кинематографа. Как ты думаешь, в чем заключается успешность любого фильма? Ну, конечно же, несомненно, в таланте актера, но и в деньгах продюсера. Ну что ж, тогда не будем тянуть, и мы начинаем. Моя кухонная табуретка лучше бы сыграла. Да кто выбирает вообще бесплатность? Да за что им премию давать? Да я лучше фильм сниму. Что за спецэффекты? Они что, все на телефон снимали, а потом сразу же на премию отправили? Стоп! Сейчас мы вам объясним, что происходит. В каждом из нас хоть раз в жизни просыпался диванный критик. Обычно все твои едкие крики, да комментарии, да если бы, да у меня, да если бы, остаются без ответа. Как минимум потому, что через телевизор не очень-то хорошо и слышно собеседника. Это как раз та ситуация, когда все услышали друг друга. Сегодня мы предоставляем возможность нашим критикам поучаствовать в создании киношедевров. Дорогие зрители, а вы думаете, что в фильмах сниматься настолько легко? Да конечно, Ващук все сделает. Чтобы ваш уровень переплюнуть, даже стараться не надо, потому что российский кинематограф это просто ужас. Ну что ж, тогда попробуйте сами сняться в фильмах. Да без проблем. Ну а сейчас мы вспомним моменты, которые до сих пор свежи в нашей памяти, которые так четко отпечатались на киноленте сознания нашего народа. Я говорю о силе духа, упорстве, вере в свою идею, мечтах нашего народа, жителей нашей необъятной страны, которые испокон веков жили мечтой, стремились быть особенными, стремились быть быстрее, выше, сильнее. Так, да. Ну что ж, а мы продолжаем. И сейчас мы смотрим фильм «Легенду номер 17». Привет, Машгу! Как настроение? Что-то плохо слышно. Как настроение? Как-то лучше. Вы готовы? Вы готовы? Поехали!
уже всегда оставались. Магазином поднимались. Самым полным пацанами я зеленый поколения. Обменялись не пробил час, и живет один, ты родились нас. Поднимались. Наши зависимость, сколько времени вместе брались. Поднимались, поднимались. Собраться больше будет, чем остаться. Сколько нам обращались. Поднимались. Все падает на веру, все люди идти разбирая. Все мы пути содержались. Поднимались. Самые дыхания, но ни о чем не молчали. Мы же сюда оставались. Поднимались. Самый полный пацанина, не злая, поколения. Обменялись не пробил час, ты же не один, ты не один из нас. Свое создание, я не больше понимаю, сколько мы раз убеждались. Магазином поднимались, что надо собраться больше будет, чем остаться. Сколько нам это решались. Магазином поднимались. Самым главным пацанами и сегодня поколения. Обменялись и пробил час, ты же не один. Ах, Лиана, как же я с тобой согласен. Может, уже посмотрим, что для нас приготовили наши так называемые критики? А теперь встречайте по-настоящему зажигательный фильм! Стиляги, господа. Так как люди, разумного мира, самым господа, они видят
Ну как вам? Довольно-таки неплохо. А ты как думаешь, Айнур? Согласен, ярко. Вообще, субкультура стиляк явилась своеобразным стихийным протестом против принятых в советском обществе стереотипов поведения, а также против единообразия в одежде, в музыке и в стиле жизни. Долгое время стиляками именовали молодых людей, следующих американской моде. Да, пышные юбки, брюки, клёш, джаз. Все это дух 40-х годов нашей Родины. Ну что ж, давай посмотрим, что будет дальше. Айнур, давно хотела у тебя спросить, а ты когда-нибудь мечтал? Конечно, у меня даже есть самая заветная мечта. Я мечтаю вести абсолютно все передачи, быть самым узнаваемым телеведущим и, конечно же, знойным красавчиком. Хотя, подождите, да так же и есть. Спасибо. Ну что ж, все остальное мы узнаем после следующего номера. Не переключайтесь. О, Господи, дай мне сил с ним, пожалуйста. Солнце и ветер, молнию на ветру. Ветер свободен, чтобы пронесет вместо слез, нарисовать цветы, вместо раздумий сны, вместо угад мечты. Но красок нет, что возвратит рассвет, чтобы каждый минуте свет не говорит прощай. Знаете, ребят, я тут подумал, может, следующим будет какой-нибудь советский фильм. Их же все любят. Ага, а спецэффекты? Да хватит со своими спецэффектами, перестань! Да хватит, сейчас разберемся. А вы все работаете? Ну что, обедать будете? Ой, а что это у вас такое? Ну, это пила-дружба. Дружба? Что, прям так она и называется? Ну да, эта техника непростая. Это тебе не картошку варить. А ты что думаешь, картошка просто так взяла и сварила? Не тут-то было. Ты знаешь, сколько можно сделать блюд из картофеля? Ну а что, картошка жареная, так пюре. А ну считай. Картошка жареная, картошка вареная, пюре, картофель фри, картофель пай. Пай? Это еще что такое? А это такими стружечками в кастрюле в кипящем масле. А, это я знаю. Ну так бы и сказал, а то пай.
Ну и все на этом. Нет, не все. Да пожалуйста. Картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой. Дальше картофельный соус. Соус с грибами, соус томатный, соус сметанный. Картофельный рулет, картофельные драники, тушеная картошка с черносливом, с перцем, с лавровым листом и шарики. Это еще что такое? А это я знаю, это я ел. Это пульки такие, объедения. Точно! А это только блюдо из картофеля. Ну все, посуду соберете и принесете ко мне на кухню. А я пошла! Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Еще не хочет царя, закрывали руками. Пришли девчата, здоровья, ручки, ребята, потому что родители ребята. Важности полны, придирчивы ужасно, и остаются истины, пришедшие красы. Стоят, девчонки стоят, сторонки, платочки в руках, деревянные, потому что родители девчата, статистики деревья. вообще интересный факт, дорогие друзья. Именно в 60-е годы в СССР сформировалась политика культурной открытости. Развивались новые художественные направления, публиковались ранее запрещенные произведения,
Советские кинофильмы этого времени отражали жизнь простых людей, наших родителей, когда они строили коммунизм и верили в светлое будущее. А он что, всегда так разговаривает? Или у него эффекты режима какие-то другие есть, а? Если честно, это выглядит пугающе. Ну, кнопки я у него здесь нигде не вижу, поэтому не могу его выключить. Ребят, а кто помнит ту сцену, где Шурик и Лидочка шли по городу, готовились к экзамену? Может, и этот фильм переснимем? Тогда нам нужен трамвай, но где его взять? Какой еще трамвай? Я уже их лет 100 не видел. И одежду старую нужно. Да хватит, ты меня с ума сведешь! Откуда я это тебе все возьму? Ладно, ладно, без паники, тогда без трамвая. Но давайте уточним, как бы это выглядело сейчас. Вот, дорогие зрители, Хрупкий корабль наших творцов натолкнулся на первые трудности суровой реальности. Что же, вперед, дорогие друзья, бороться и только вперед. 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 Я б имел 3 жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Это же вам не лезгинка, а твист. Показываем все сначала. Носком правой ноги вы давите окурок. Вот так. Оп-оп-оп-оп-оп. Второй окурок. Второй окурок. Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе.
идея для российских режиссеров переснять «Приключения Шурика». А мне кажется, что эта советская комедия совсем не нуждается в современном релизе. Так, все оценки потом, не мешайте творческому процессу. Пойдем. Пойдем, пускай сами, да? Нельзя нам скрыться
Да, Лиана, согласен. Все это навело меня на мысль о том, как быстро забываются некоторые совершенно чудесные работы поистине талантливых людей, мастеров своего дела, творцов современности. Да, и тут я с тобой тоже полностью согласна. Вот знаешь, есть такие фильмы, которые мало кому известны, но все-таки берут за душу. Такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. Поначалу шоссе в шоссе пролетают машины шумя, двумя парами фар. На два лица, и сияет весь океан от помноженных на два глаз. Понимаешь, твои глаза двух земных полушарий карта. Ты когда закрываешь их, погружается на ночь экватор. А когда их прошу открыть я, в них два полюса голубых, в миг открытия. А сейчас вашему вниманию будет представлен один из самых любимых фильмов детства. Эту строгую, но всеми любимую тетю с зонтиком помнят все.
как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь, разлук, обид и зла, нет числа, и нет числа, сквозят и все щели, сердца людей, срывая весь петель, душа надежды и внушая страх, кружат ветра, сотни лет, и день и ночь вращается карусель, земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен, он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора, ветрам заснуть, обид ветра. Сотни лет, и день и ночь вращается карусель, земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. Завтра ветер перегреется, завтра в прошлом узорвет. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Завтра ветер перегреется, завтра в прошлом узорвет. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Ветер перемен. Знаешь, Лиана, ты когда-нибудь задумывалась о том, сколько же мы времени впустую, совершенно впустую тратим на все эти ненужные разговоры, на никому не нужные дела, на бесполезные занятия? Я совершенно не могу смотреть на то, как совершенно каждый человек на планете проживает свою жизнь так, не оглядываясь назад и не смотря вперед. Совершенно не задумываясь о том, сколько же нам отведено времени. Все эти пустые, долгие разговоры. Вроде бы обо всем, вроде бы ни о чем. Все люди ведут себя как? Все люди ведут себя как? Как настоящие идиоты, верно? Я расскажу вам про мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут одно обстоятельство очень странное было. Странное тем, собственно, что такой случай очень редко бывает. Этот человек был взведен вместе с другими на эшафот. И ему было прочитано приговор смертной казни, расстрелянием за политическое преступление. Но чуть позже было прочтено помилование, и была сменена мера наказания. Однако же время в промежутке между этими приговорами 20 минут или, по крайней мере, четверть часа он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг
ужасно хотелось слушать его тогдашние впечатления. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. В шагах 20 от эшафота, около которого стояли народ и солдаты, были врыты 3 столба, так как преступников было несколько человек. 3 подвели первых. На них надели смертный костюм, длинные, белые такие балахоны, а на глаза надвинули смертный колпак, чтобы они не видели ружей. Затем против каждого столба выстроилась команда из 3 человек-солдат. Мой знакомый стоял 8-м в очереди, а следовало ему идти 3-м к эшафоту. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут 5, не больше. И вот эти 5 минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти 5 минут он может прожить еще столько жизней, что еще странно и подумать о последнем мгновении. Так что он распоряжения разные сделал. Рассчитал время, чтобы проститься с товарищами. На это он положил минуты 2. Потом еще 2 минуты положил на то, чтобы в последний раз про себя подумать. А потом, чтобы кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти 3 распоряжения. И именно так время рассчитал. Он умирал 27 лет, здоровый и сильный. И вот, наконец, настали те 2 минуты, которые он отложил, чтобы подумать о себе. Он знал заранее, о чем будет думать. Ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче. Вот как же это так? Он сейчас есть и живет, а через несколько минут его уже не будет. Невдалеке была церковь, и вершина собора ярко сияла на солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на крышу и на лучи от нее исходившие. Ему казалось, что эти лучи — его новая природа, и что через несколько минут он как-нибудь сольется с ними. И это было ужасно. Но он говорил, что тяжелее всего для него в эту минуту была беспрерывная мысль. А что, если бы не умирать? А что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? Это бы все было моим! Он думал, что тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял. Каждую минуту бы счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил. Да уж, после такого стоит задуматься, да, Иван? Да, Лена, полностью согласен. Задуматься стоит о многом. В этом мире есть множество вещей, о которых также можно задуматься. Коли настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Моя душа складає зброю вниз, держи, так і вона, так хоче теплих слів.
Улыбайтесь, Павличенко, улыбайтесь. Песен еще не написаны сколько. Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох для огня, вот так. С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Невозможно показать то, что пережили наши предки на войне. Ну невозможно пережить то, что было, как будто понарошку. Точно так же, как нельзя войти в одну реку дважды и сделать то, что было сделано и так лучше. Постой, это ты о чем? Я поняла, что если что-то нам приходится не по вкусу, это совершенно не значит, что мы могли бы сделать лучше. Просто так, по щелчку. А мне на самом деле понравилось. Ведь мы были настоящей командой, переживали трудности, падения и взлеты,
как говорится, падали, но обязательно поднимались, были настоящими бунтарями. И что хотелось бы сказать, дорогие друзья, мечтайте, дерзайте! О нет, его что, Айнур укусил? Он разговаривает точно так же! Такого поворота событий еще, наверное, никто не ожидал. Ну как, все-таки нелегко в фильмах сниматься. Кино — это возможность увидеть историю собственными глазами. Кино — это возможность почувствовать себя в центре событий 20-летней давности. Кино — это возможность почувствовать, как и чем жили наши сверстники раньше. На нашем фестивале мы показали вам историю нашей страны. Как сражались за родину в 41-м, теряли близких, но не сдавались. Как строили коммунизм, влюблялись и шли в будущее с надеждой. Как боролись с общественным мнением и отстаивали свои интересы. Герои кинофильмов выдерживали все удары судьбы. Теперь, со светлой грустью и со слезами на глазах, щемящей тоской в сердце от нашего с вами неизбежного расставания, мы должны вам сказать прощайте. Хотя нет, друзья мои, до свидания, до новых встреч. Да ты можешь перестать? Да что перестать-то, а? Ну вот это вот, до новых встреч! Хорошо, что мы на «ты» с каждым нашим небом. Знаешь, правда ведь, что если очень захотеть, то что сбываются все мечты твои непременно на твоей персональной, твоей личной высоте. Если по-честному так взять вместе и поверить, то чуть ставь нам на ладони упадут, как снег. А можно просто подобрать крылья по снегу. Ты уж ведь уверен, что не пройдет на всех. И крылья хватит пороги нам как раз. Огонь наш освещает весь мир. У любого ведь есть из нас, и у любого неба есть мы. Пороги нам как раз. Огонь наш освещает весь мир. А небо у любого ведь есть из нас, и у любого неба есть мы. Если тебя не нравится, только зажги огонь, и его удивляет. Пусть тогда свет станет стартом, и выходишь наши олимпийские факелы. Все эскизы смотрят на тебя с тобой. Давай возьмем и крылья раскрасим, белым, синим, красным. А когда мы готовы, мы поднимем все люди, которые поднимем. И на опять можно следить среди олимпийских заводов. Хватит пороги нам как раз. Огонь наш освещает весь мир. А небо у любого ведь есть из нас, и у любого неба есть мы. И крылья хватит пороги нам как раз.
Дорогие друзья, мы хотим сказать спасибо вам большое за то, что вы сегодня присутствовали на этом великолепном мероприятии «Студфест 2016» Института права. Спасибо большое. Спасибо большое в первую очередь членам жюри, которые сегодня посмотрели нас. Отдельно спасибо, аплодисменты нашим членам жюри. Дорогие друзья, и мы хотели бы подвести итоги нашей сегодняшней акции «Попкорн вам, добро детям». Мы собрали 5300 рублей! Эти деньги, как вы знаете, пойдут в помощь деткам из дома малютки. Спасибо вам огромное за каждый ваш вклад. Это неоценимый вклад, действительно, потому что каждый ребеночек, он очень важен для человечества, и спасибо вам, что вы сегодня помогли. Спасибо нашим дорогим преподавателям Института права, которые с нами сегодня. Спасибо правкому Башкирского госуниверситета, спасибо правком ТВ, спасибо нашим звукорежиссерам, спасибо нашим операторам и спасибо нашим световикам. Мы вас любим.